Иван Кокшаров уже 4 месяца работает в цехе по созданию металлических изделий. Осужден на 15 лет по 105 статье. Отбывая наказание в колонии строгого режима, комиссия, учитывая хорошее поведение, смягчила его наказание, перенаправив в исправительный центр. Теперь у него появилась возможность заниматься любимым делом. Здесь у него стабильная зарплата, возможность общения с родственниками, обучение рабочим профессиям и даже законный отпуск. В лагере, пока отбывал, я получил довольно-таки много профессий. Много перечислять не буду, там около 8 профессий получил в лагере, то есть и на свободе, конечно, освобожусь, собираюсь дальше развивать свои навыки. В Ингушетии с 2019 года функционирует исправительный центр. Принудительные работы – это новый вид наказания, альтернативный лишению свободы, применение которого в России началось 6 лет назад. Лимит ингушского учреждения – 120 человек. Сейчас здесь содержится более 90 заключенных. Осужденных сюда направляют из разных регионов России. Например, Елизавета Елисеева родом из Ярославля. Отбывает срок по статье 228 УК РФ. Делится, что после 5 лет колонии строгого режима этот центр помогает снова адаптироваться к жизни в обществе. Чувствуется, что легче. Можно, чуть-чуть выдохнуть. Уже чувствуешь общение общества, видишь город. Опять же, смена обстановки полностью другая. То есть, если там мы находились, в принципе, менталитет другой. Другой образ жизни был. Если раньше тусовки, клубы, короткие юбки, то сейчас длинные юбочки, и все это нравится. Это на самом деле красиво, это чувствуется как преображение за эти года, духовное насыщение, чтение книг в свободное время, и все здесь это уже в общую такую мозаику складывается, что исправление идет. Елизавета здесь даже смогла завести домашнего питомца. Котенка зовут Кёрхер. Кличка специфическая, но связана с первым знакомством с хозяйкой. Познакомились мы очень чудесным образом, отбивая Кёрхером машину, то есть выгоняя грязь из-под капота, выпадает маленький комочек. Весь мокрый, я не знаю, как я его не убила, под напором воды. Приезжает хозяин машины, говорю, у вас выпал котеночек. Он говорит, выкидывать. Как его можно было выкинуть? Так мы с ним познакомились, теперь он любит очень купаться, теперь он ничего не боится, самый смелый. Создание исправительных центров стало хорошим инструментом не только для социализации осужденных, но и для решения проблем нехватки рабочих рук как на предприятиях, так и в сфере ЖКХ. В исправительном центре расположено административное здание, женское и мужское общежитие, пищеблок, столовая. Осужденные обеспечены спальными местами, принадлежностями, созданы соответствующие материально-бытовые условия. Они могут по желанию сами себе готовить. Питанием обеспечивают себя за счет собственных средств. Но если денег нет, им предоставляют продукты. На кухне есть все необходимое. Магомед Ибрагимов как раз собирается обедать. Сегодня вчерашний подогреваю. Вчера сделал. В исправительном центре заключенных обеспечили условиями для соблюдения канонов своей религии. Здесь даже были случаи бракосочетания. По мнению специалистов, духовно-нравственное просвещение и семейные узы положительно сказываются на пути к исправлению. Для молодой пары также предусмотрели условия пребывания в исправительном центре. Осужденные принудительным работам, которые отбывают наказание в исправительном центре, им государство, закон дает право, уже будучи семейными, на съемном жилье или если у них есть собственное жилье, они имеют право в пределах города Сунжи, где находится исправительный центр, жить со своей семьей, и определенное время они обязаны отмечаться у нас. Приходят, отмечаются, с этим у нас проблем нету никаких. По графику у заключенных в 6 часов подъем, далее утренняя зарядка и завтрак, потом работа. Каждый смог выбрать вакансию из ряда предложенных. Зарплата равна минимальному размеру оплаты труда. А организациям, трудоустроившим осужденных, предоставляются льготы по уплате налогов в соответствии с законодательством. Также с них удерживают из их заработной платы от 5 до 20% в доход государства в соответствии с решением суда. К 6 часам каждый из заключенных должен быть уже в исправительном центре. Отбой в 22:00. До этого времени кто-то готовит себе ужин, другие могут посмотреть телевизор или заняться спортом. Но самая главная строка в их графике – профилактические беседы.
С заключенными проводится, да, воспитательная работа проводится, чтобы в будущем человек исправился, не нарушал закон. В общем, для исправления, для предупреждения преступления. Духовные мероприятия проводятся с привлечением религиозных деятелей различных конфессий. Потом спортивные мероприятия тоже у нас проводятся. В 2023 году исправительный центр планирует увеличить лимит прибываемых еще на 100 человек. Принудительные работы с проживанием в исправительных центрах призваны сократить число лиц, отбывающих лишения свободы в колониях. Это позволяет им также вернуться к нормальной жизни, наладить социальные связи, получить работу по трудовому договору, возобновить контакты с семьей. Муслим Ганиев, Адам Гулоев, Асхаб Билакиев. Новости 24.